Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на нашей постоянной рубрике «Книжный четверг». В феврале месяце в нашем историческом парке прошла презентация книги журналиста Ивана Борисова, посвященная первому ректору Якутского государственного университета, ныне Северо-Восточного федерального университета, Авксентию Мординову. Иван Борисов был другом и соратником Авксентия Егоровича. Как он пишет, Мординов был человеком простым и убедительным в общении. Благодаря ему, первому человеку, получившего доктора наук по философии из народа Саха, открылось первое высшее образовательное учреждение. И когда университет только создавался, в республике было всего 2 доктора и 34 кандидата наук. Книга является сборником воспоминаний людей, которые долгое время работали с Авксентием Егоровичем, а также имеются уникальные фотографии и моменты из жизни, о которых многие не знают и никогда не слышали. Авксентий Егорович сыграл важную роль в создании первого высшего учебного заведения, а именно педагогического института в республике. Он вел всю его научную и образовательную деятельность, а впоследствии в 1956 году стал первым ректором Якутского государственного университета. И только вот мужественный и сильный человек мог взять на себя такую ответственность в послевоенные годы и взяться за обучение целого народа. Если немного рассказать об Авксентии Егоровиче, то он родился 23 февраля 1910 года в Татинском Улусе Якутской области. Как и многие люди из интеллигенции тех времен, он был из бедной семьи, и всего их в семье было 4 детей, 3 мальчика и девочка Татьяна. Многие, наверное, знают его брата Николая Егоровича Мординова, Амматчигая, якутского советского писателя. А также его брат Трофим был участником Великой Отечественной войны. Условия жизни их были трудными, но благодаря родителям они все получили хорошее воспитание и образование. С 1927 года по 30-е годы он обучался в Якутском педагогическом техникуме, а в 1934 году окончил философский факультет Московского института философии, литературы и истории. В 1940 году защитил кандидатскую, а в 1954 году докторскую. Также он опубликовал более 400 научных трудов и монографий по теории наций и культуры. Им переведено на якутский язык более 50 произведений классиков мировой философии и литературных произведений русских писателей. Внес свой вклад и в научную оценку творческого наследия основоположников якутской литературы, таких как Кулаковского, Сафронова, Неустроева. Его яркая жизнь и деятельность является примером того, что даже одна неординарная, сильная личность может поднять республику, точнее, дать старт развития республики вперед. Так что я рекомендую вам эту книгу взять, почитать. Может, он станет вашим кумиром или человеком, который вас вдохновит на идеи, достижения.